Продолжаем эфир новостями к этому часу и коротко о главных темах. Правительству страны дали право влиять на цены в категории социально значимых товаров. Когда 31 декабря не только преддверие Нового года, но и собственный день рождения. О своем празднике рассказал юбиляр из Нерюнгри. Машина с Дедом Морозом и новогодней музыкой объехала улицы одного из сел Хангаласского района, даря местным жителям новогоднее настроение. Для стабилизации розничных цен на социально значимые товары Кабмину дано право самостоятельно принимать решения, когда их регулировать. Ранее правительство могло вмешиваться в ситуацию только тогда, когда цены в течение месяца повышались на 30%. Закон снимает это ограничение. Максимальный срок, на который Кабмин будет устанавливать предельные цены – 3 месяца. В список социально значимых продуктов вошли мясо, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйцо, сахар, соль, чай, мука, хлеб и так далее. Республиканский проект «Учитель Арктики» стартовал в Якутии. На сегодня наибольшая потребность в педагогических кадрах ощущается именно на севере. В 13 районах не хватает 200 учителей, педагогов дополнительного образования и воспитателей в детских садах. Проект реализуется по 3 направлениям. Первое – это создание педагогических классов и педагогических команд в СУЗах, расположенных в арктических районах. Второе направление – целевая подготовка кадров. Третье – оказание господдержки молодым специалистам. Это оплата проездных до места работы и подъемных. В этом году на реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 10 миллионов рублей. Столько же предусмотрено в 2021 году. 92 молодых педагога уже воспользовались поддержкой. Проект будет реализовываться до 2024 года включительно. В следующем году тоже будет продолжено данное направление работы с расширением педагогического состава. Данная мера поддержки будет осуществляться дальше на работников, педагогических работников, детских дошкольных образовательных организаций и другие категории, которые не были задействованы в этом 2020 году. Надеемся, что по итогам реализации проекта «Учитель Арктики» мы будем способствовать повышению качества образования в школах и детских садах, учреждениях дополнительного образования. На сегодняшний день с 13 арктическими вузами между Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия подписано соглашение по реализации проекта «Учитель Арктики». Грузоподъемность увеличили на участках 2 автодорог Сибян и Верхояня в Якутии. Такова информация регионального Минтраза. Грузоподъемность повысили на 3 участках автодороги Верхояня. На участке Верхоянск-Иван-Сире разрешили движение транспортных средств с общей массой до 20 тонн. Передвижение по участкам объездная дорога Истах-Верхоянск и объездная дорога Верхоянск-Иван-Сире стало возможным для автомобилей с весом до 30 тонн. Кроме того, движение открыли для машин массой до 20 тонн на участке Суордах-Верхояне автодороги Сибян. Ряд северных и арктических районов Якутии в следующем году получат новую технику для нужд жилищно-коммунальных хозяйств. Вместе с тем, частные коммунальные организации стараются не отставать. В Среднеколымск после Нового года также прибудет спецпартия. Тему продолжит Дмитрий Тымыров. Добраться до Среднеколымска из Якутска – дело непростое. В среднем 4 дня в пути, и то после Устнеры, где заканчивается федеральная трасса. По Зимнику может проехать только крупный автотранспорт. Тем не менее, движение зимой здесь не останавливается. Перевозят пассажиров, продукты, товары и спецтехнику. Какую опытные ресурсоснабжающие компании знают отлично. Наша компания больше 10 лет оказывает услуги водоотведения в городе Среднеколымске. Изначально мы приобретали только новую технику, и в основном это были автомобили марки КАМАЗ. И обязательно среди этих автомобилей приобретался один так называемый КАМАЗ Сайгак, это КАМАЗ-43-118, полноприводный. Главный коммунальщик Среднеколымска Александр Новосельцев самолично перегоняет необходимые машины прямиком из Челябинска. Именно там, на заводе, он уже не первый год приобретает технику для работы. Ведь суровые северные условия может выдержать далеко не любое авто. К сожалению, дороги в нашем городе достаточно плохого
качества, а проезд на свалку, ну, только вездеходами можно проехать. Поэтому как весна, осень, снегопад, морозы, довольно затруднительно осуществлять услугу водоотведения обычными КАМАЗами, так называемыми велосипедами. Они не могут просто проехать к септикам. В итоге им были закуплены 2 полноприводных ассенизационных вакуумных КАМАЗа. Именно эта марка автомобиля хорошо заявила о себе в условиях севера. Плюсы полноприводного КАМАЗа – это его проходимость, достаточно высокое качество, как это не смешно, и ремонтопригодность. Поэтому предпочтение мы отдаем именно этой марке. И лишь в первых числах января новая техника прибудет в столицу региона, а до пункта назначения уже в первой декаде нового года. Перегон требует много времени и сил, в лучшем случае полмесяца на дорогу. Определенные риски на трассе и плюс ко всему этому существенные затраты. Но это все равно дешевле, чем обращаться в транспортные компании. Перегон достаточно сложный, долгий, особенно в зимний период и затратный финансово. Если сам КАМАЗ стоит порядка 4,5 миллионов, где-то около 300 тысяч – это еще перегон. Это если перегонять самому, не нанимать транспортную компанию, где ценник он вообще стремится к бесконечности. Частные ресурсоснабжающие компании из отдаленных районов надеются на более существенную поддержку от региональных властей. Ведь именно они на свой страх и риск и зачастую за свой счет поддерживают благополучие и качество жизни на якутском севере. Дмитрий Тымыров, Анна Васильева, Якутск. В современном мире большая часть новостей узнается из интернета и социальных сетей. На фоне этого упала популярность печатных изданий. Но все еще остаются уголки нашей страны, где газеты и журналы востребованы, а иногда и вовсе единственное средство получения информации. Добрые традиции сохранило и периодическое издание «Алекма». Листая памяти страницы. Каждый из этих листков сегодня история. История не только печатного издания, но и района. Газета «Алекма», которая с 1933 года сменила несколько названий и сегодня любима читателями и имеет большую аудиторию. Как бы ни был у нас развит интернет, всевозможные WhatsApp, там, Инстаграмы и прочие программы, да, то все равно хочется обратиться к газете, к печатному слову. Ну, допустим, вот пришел с работы, сел в кресло и хочется отдохнуть в руках с газетой именно. В этот день в клубе «Кипседогор» собрались журналисты издания, любители печатного слова и немногие в связи с ограничениями гости. В первую очередь хотелось бы вспомнить добрым словом главных редакторов, тех, кто практически по 50 лет отдал журналистике. Они еще застали те времена, когда газета называлась «Колхозник», и «Знамя октября», и «Алекму» они застали. Люди старой закалки, они проработали на ниве журналистики по 50 лет. Это огромный труд и ответственность. В истории газеты свой вклад внесли многие. Первоначально она выходила на якутском языке. Был редактор Халтанов по якутскому языку, да? Арсентий Павлович. Потом вот Слепцова Зинаида Семеновна, она вела якутскую страницу. Время быстротечно. У многих сегодня новости в гаджетах. Тем не менее, сегодня все так же любима и почитаема газета. Именно печатное слово дорого читателям. Я всегда с интересом не только старые подшивки, но и новые страницы нашей районной газеты читаю. И мне интересно быть с ней. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Когда 31 декабря не только преддверие Нового года, но и собственный день рождения. Свой 50-летний юбилей отмечает звукорежиссер Центра культуры и духовности имени Пушкина города Нерюнгри Владимир Фоменко. Юбиляра с наступающим поздравила Ирина Кичигина. Он успел появиться на свет за 15 минут до боя курантов. Возможно, именно праздник сыграл свою роль в судьбе этого талантливейшего человека. Про таких людей сейчас говорят «человек-оркестр». Владимир Фоменко с детства поет, играет на саксофоне, гитаре и баяне. В
15-летнем возрасте с родителями он переехал в Нерюнгри. И где бы он ни учился, служил или работал, он организовывал музыкальные коллективы. Хай-фай, Акватория, Театр Плюс – это ансамбли, которые знают все нерюнгринцы с участием Владимира Фоменко. А организованный в 2005 году «Перекресток» до сих пор выступает на самых массовых площадках Нерюнгри. Кроме этого, с основания Центра культуры и духовности имени Пушкина он работает звукорежиссером. Мы с ним знакомы больше 20 лет. Познакомились еще в Центре организации досуга. А сейчас вот уже 20 лет мы работаем с ним вместе в Центре культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина. Он как музыкант может сказать, там, вот в этом месте гармония там у вас немножко хромает, вы должны подтянуть там, или звук голоса должен быть немножко повыше. Он очень хороший профессионал, и его советы принимают все с большим уважением. Заслышав звук саксофона, коллеги не могут сдержать эмоций. Володя, ты супер! Самый лучший музыкант в нашем городе Нерюнгри! Его кабинет хранит историю всей его жизни. Это и фотографии со старыми друзьями, и награды, подарки, звуковые носители в порядке развития технологий, пластинки, бобины, кассеты, диски и уже новые, цифровые. Сам Владимир с теплотой вспоминает все, что было раньше, и с надеждой смотрит в будущее. Поскольку жизнь была бурная, оптимистичная, она и сейчас бурная, оптимистичная, много всего было, и оркестры, и ансамбли, и рок-группы. Хотелось бы, конечно, чтобы все было живое, чтобы все было естественное, натуральное, чтобы не было никаких фонограмм, чтобы люди стремились передать от души то, что они хотят спеть, рассказать. В канун юбилея о Владимире сказано много теплых слов о том, что он человек удивительной доброты и таланта. А поговорив с ним, мы убедились в этом сами. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Новогодний грузовик проехал по улицам села Кердем Хангаласского района. Праздник для жителей устроили администрация муниципалитета совместно с местным центром культуры и предпринимателями. Машина с Дедом Морозом и новогодней музыкой объехала улицы села, даря местным жителям новогоднее настроение. Грузовик, предоставленный предпринимателям, украсили работники Дома культуры. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.